Животноводство Кыргызстана когда-то могло похвастать собственной селекцией продуктивных животных. Сегодня от былого не осталось и следа. Скот мельчает, теряется продуктивность, а главное – распространяются болезни. Профильное министерство борется с ситуацией совместно с международными донорами. Почему у нас в последнее время очень много вспышки разных заболеваний? Это все потому, что осеменение проводилось естественным путем, с участием местных сельских быков, а этот бык может быть заразный, больной. И это учитывая, мы в 2013 году совместно с USAID по республике отобрали 9 племенных хозяйств. На базе этих хозяйств мы создали эти показательные хозяйства, где были, значит, распределены, это приобретенный из Америки племенной скот, это где-то на $7 миллионов. Кроме этого, по линии турецкого кредита мы приобрели 300 комплектов для проведения искусственного осеменения животных. Инициатива ведомства нашла поддержку и у частных ветеринаров. В стране создан Центр биотехнологии репродукции животных. Являясь первым в стране, Центр занимается искусственным осеменением, продвижением улучшенных пород крупного рогатого скота и обучением молодых ветеринаров. Наша главная задача – передать все навыки и весь наш опыт подрастающему поколению. Мы построили учебный тренинг-центр. За 5-дневный интенсивный курс стараемся научить всему необходимому. Затем в течение 1-3 месяцев наши ученики на практике осваивают все навыки, необходимые в ветеринарии. На выходе наши ученики умеют осуществлять искусственное осеменение, определяют качество семени, делают уколы и все необходимые ветеринарные процедуры. 5 күндік интенсивный курс проходит. Семена улучшенных пород крупнорогатого скота развозятся по регионам. Наряду с осеменением мобильные бригады центра оказывают все необходимые ветеринарные услуги населению. Вот здесь ножницы. Ты сперва проверься, потренируйся. А тут как? Нет, вот она вода. Она уже, да, вода. Ну ты поднимешь, покажешь, посмотришь, понятно, да? Вот, и здесь перчатки, вот они, перчатки. Ой, вот. Все. Вот, можно. А салфетки? Салфетки, вот они, воски есть, вот они. Получать здоровое и продуктивное потомство народу пришлось по душе. Все больше и больше фермеров прибегают к искусственному осеменению. С каждым годом все труднее найти хороших быков-производителей. В этом году мы произвели искусственное осеменение. Порода быков мясного направления. В следующем году будем ждать потомства, от которого пойдет новое породистое поколение. Думаю, что будем распространять эту породу и по другим хозяйствам. Ведь улучшение продуктивности животноводства даст толчок развитию всей отрасли. В 2013 году за полгода по республике искусственным путем было осеменено около 15 тысяч голов. То в этом году уже 35 тысяч голов. Уже на местах в селе народ понимает, что да, будем осеменять своих телок, коров искусственным путем с семенем проверенных хороших быков. Применение новых технологий в селекции позволит улучшить генетику и снизить количество заболеваний местной живности. Ведь эпизоотическая обстановка в стране – важнейший фактор, влияющий на экспорт животноводческой продукции. Мировой опыт искусственного осеменения позволит снять все вопросы относительно безопасности отечественного мяса и молока.